Рождение первого ребенка в обществе воспринимается нормально. Появление второго малыша уже сродни геройству. Как в наше настолько тяжелое и сложное время решиться на третьего, четвертого? В семье Станчу из села Дезгенджа 7 детей, и в марте ждут 8-го. Вот они. Петя 8, 9 будет. Федя 4 будет в январе, 6 января. И Аленка 1,5 годика. И справляться, слава богу. Послушные. В школу ходят 5, 2 со мной дома. И слава богу. Елена говорит, что пособие по многодетности получает раз в полгода, если напишет заявление в примарию. Муж получил травму позвоночника и теперь работать не может. Зарабатывает тем, что возит и рубит людям дрова. Сегодня ничего не получаем. Сделали после Нового года и получили до июня социальную помощь. А сейчас после муж пошел работать в Русской Киселе, работал, потом Бурчак, есть тоже село. Тоже работал, на стройке работал. И не получили ничего. Сейчас тоже не получает ничего. Работает. Сейчас в данный момент не может опять. Все лето вот работал на стройке, сейчас опять поясница. У него скривление позвоночника получил. На ЖБЕ работал, и там крановщик не был. Наверное, пьяный был или что. И отцепились эти крючки, и упал 50 килограмм железа на спину. И вот нету денег идти, ходить. Так проходит, а потом опять начинает болеть. Особенно вот это время, вот. Сырость, вот эта погода. По словам матери, дети послушные, помогают ей по хозяйству. Как и все ребята, они ждут Нового года и подарков. Колокольчик голубой, что стоишь, скучаешь, обещаешь, почему головой качаешь. Колокольчик помолчал, думами собрался и тихонечко сказал: я один остался. Ассоциация «Меридиан» объявляет новогоднюю акцию «Помоги поверить в чудо». Если вы хотите сделать счастливым хоть одного обиженного судьбой малыша, приносите игрушки, сладости и подарки в студию АТВ города Камрат. И мы обязательно вручим их героям наших репортажей.